каждому из нас с детства, под звуки и ритмы которых выросло не одно поколение. Этого события ждали не только зрители, но и сами артисты. Здесь каждый творчески и индивидуален, у каждого своя манера и свой стиль. Все отточено и продумано до мелочей. У народной артистки республики Любы Барахоевой на репетиции ушел не один день. С огромным удовольствием, с огромным рвением, со всей отдачей готовились на все наши ингушские песни, собрали, у кого какие в репертуаре. С художественным руководителем обсудили. Бека Пандар, Ека Оаз. Название концерта уже говорит за себя. Гармония играет и песни звучат. Шедевры национального фольклора в исполнении вновь созданного оркестра народных инструментов. Основанный в 1993 году Магомедом Горчхановым, как и много лет назад, заслуживает бурные овации. Перенестись на мгновение в мир народных преданий и легенд, в мир ингушской старины. Приобщиться к культуре народа через музыкальный фольклор могут все желающие. Среди зрителей известные деятели культуры, творческая интеллигенция и просто ценители настоящего искусства. Сегодня эта мечта исполнилась и для Фатимы Куриевой. Мелодии, знакомые с юности, вновь оживили воспоминания о бабушке. Хоз артистиш бывай галгай артистиш. Сарда олж малдари, халхари, шемалдари. Масси ханвей хан халхари, шемалду хамдак сарда олж малдар. О хоз хет жар, жсай. Нинана дагиха, нана дагиха, сей дейда биха. О хоз хет жас. Но не только песнями и танцами балуют сегодня зрителя. Нашлось здесь место и юмору. В программе концерта постановка по рассказу Исы Кадзоева «Асолт», блестяще показанная народным артистом Султаном Гайсановым. Скрыть восторг сегодня не может ни один зритель. Оно и не удивительно. Не каждый день доводится быть в центре такого фестиваля народной музыки. Во все времена народ слагал песни, слагал музыку. И сегодня, когда мы слышим народные песни в исполнении наших артистов, слышим песни, слова Ахмеда Хамхоева, Раи Евлоевой, мы слышим оркестр народных инструментов, знаете, просто душа переполняется радостью. Да, я уже пришла на 3-й концерт. И прихожу со своими детьми, прихожу с коллегами. Впечатление, должен признаться, очень хорошее. Говорю от чистого сердца, что коллектив сложился. Инициаторами праздника народной музыки стала Государственная филармония республики. Благодаря их кропотливому труду зритель смог получить эстетическое наслаждение. Знакомство нашего народа с нашим фольклором – это знакомство с нашим искусством, с нашими ритмами, с нашими песнями. Песнями не только нового поколения, песни и со старого поколения. Вот. И те люди, которые приходят на концерт, они, конечно, много познают, много узнают непосредственно, что была такая-то мелодия, был там назрановский вальс и так далее. Многие люди не знают, например. Вот поэтому значимость очень большая. Это знакомство нашей молодежи с фольклором нашим. Проходит концерт под живым звуком, абсолютно без какой-либо фонограммы, поэтому все артисты настроены, подготовлены и готовы непосредственно через свою душу передать вот эту красоту, потому что по-другому это невозможно передать, только через живой голос. Концерт подошел к концу, но зрители могут не переживать. Этот праздник не последний. Он обещает стать доброй традицией. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.